Дорогие зрители, к нам в руки попали две фотографии, сделанные в городе Цхинвал в 91 году, сразу после первой волны грузинской агрессии, которая закончилась для нашего народа большими жертвами. Эти две фотографии нашел Батра Сидамон на одной из барахолок. Он парень довольно кропотливый, любит выискивать различные материалы, и вот он нашел эти фотографии. Причем тот, кто нам эти фотографии продал, глобально о них ничего не знал. То есть он знал, что это Южная Осетия, что запечатлены жертвы грузино-остинского конфликта, что сделаны фотографии в 91 году и больше ничего. Мы расспрашивали его, но он вот говорит, все описание, которое я в посте о продаже этих фото он написал, вот все, что я знаю. На первой фотографии мы видим двор пятой школы и могилы. Могилы остинских героев, которые защищали свою землю от грузинской агрессии. А на заднем фоне дети на футбольном поле играют в футбол или просто проживают свои жизни. Мы видим 4 могилы: Кокоева Инала, Джоева Гоги, Кулумбегова Сулима, если я не ошибаюсь, Маргиева Алима и Техова Леонида. Все они погибли в 91 году в ходе отражения грузинской атаки. Возможно, я где-то ошибся, потому что некоторые имена тут прикрыты веточками, цветами. То есть я точно не знаю. Но люди, которые бывают во дворе пятой школы, я уверен, что они точно смогут идентифицировать эти могилы. На втором фото мы видим похороны, точнее видим свежую могилу Кулумбегова Мераба. Вокруг нее дети малые, ну и несколько взрослых людей. Как я понимаю, могила совсем свежая, то есть на ней еще сырая земля. Я надеюсь, дорогие зрители, что вы в комментариях напишите, может вы сможете кого-то идентифицировать на фотографиях, вы сможете поделиться с нами какой-то информацией. Что бы я хотел сказать по этому поводу? Во-первых, если вы используете различные интернет-барахолки, то и не вдруг случайно встречаете там такие раритеты, посвященные, связанные с нашей историей, посвященные истории Осетии, старайтесь их покупать. История — это такой момент, который нужно накапливать. Ее очень легко потерять, а восстановить практически невозможно, поскольку любое восстановление истории — это будет реконструкция, а нам нужны живые данные. Фотографии — это одно из лучших свидетельств истории, да, в рамках современной истории, безусловно. Батра Сидамон уже давно и говорит и пишет о том, что значительная часть материалов, посвященных конфликту 2008 года, я сейчас не говорю про конфликт 1991 года, пропадает из интернета. В YouTube уже невозможно найти огромное количество роликов, которые раньше гуглились и искались довольно легко. И в связи с этим Батрас говорит о том, что необходимо, наверное, на государственном уровне, возможно, на частном уровне, создание специальной медиатеки, посвященной трагическим историям нашего народа, посвященной вообще всей истории нашего народа. Нужна медиатека, где бы все это хранилось, потому что потом, спустя 50 лет, вы уже ничего не докажете, учитывая то, как эффективно на Западный фронт работает грузинская пропаганда. Может быть, когда-нибудь до чиновников из государства Алания дойдет мысль о том, что необходимо создать такую медиатеку, необходимо это где-то хранить, необходимо выделять средства на покупку таких раритетов, необходимо создание точно такой же медиатеки и на севере Осетии, необходимо создание нескольких частных таких медиатек, потому что каждая из этих медиатек будет друг друга дополнять. Лучший пример — это вот, например, Аслан Кудзаев, который ведет библиотеку Барзавсак, и благодаря этому человеку вы можете сейчас найти огромное количество, скажем так, электронных отпечатков раритетных книг. То есть без него у вас не будет доступа к этой литературе, которую он выкладывает в интернет. Вот точно такая же работа нужна и с фотографиями, и с видео, возможно, с какими-то документами. И еще одна просьба, дорогие зрители, если вы вдруг видите, что нечто подобное продается, пишите об этом. Мы постараемся в меру своих сил выкупить что-то. Можете сами выкупать, тогда оцифровывайте обязательно, присылайте мне, я буду тоже это у себя хранить, вы у себя храните. Цифровые копии распространяйте. Они должны быть в нескольких базах данных. Вот у меня есть небольшая база данных вот таких цифровых отпечатков различных документов и искусства, связанное с Осетией. Делайте то же самое. Может быть, дойдем до того, что создадим фонд, в рамках которого мы будем вот выкупать и собирать такие документы. Спасибо большое, всего хорошего.